А, Сегодня мы будем делать игрушку, девушку, такую татарочку русскую. Она сделана из керамики, внутри она полая. Для этого нам надо будет глина. Глина у нас уже чистая, обработанная, хорошая, мягкая, не тугая и не мягкая, но чтобы было с ней хорошо работать. Для этого нам понадобится тряпочка, чтобы глина не приставала э, к, к столу. Также нам будет понадобиться две такие палочки, они называются направляющие. Эти палочки нужны для того, чтобы нам надо глину раскатать, и чтобы она была определенной толщины 0,5 миллиметров. Чтобы его раскатать, нам также понадобится скалка. Мы будем раскатывать глину. Также нам надо будет вода, губка и много-много разных инструментов. Говорят, что чем меньше у мастера инструментов, тем он профессиональнее. Ну, наверное, народ прав. Чтобы начать, нам надо слегка так распределить глину. Глина нужна, мы небольшую куклу будем делать, примерно сантиметров 15. Наверное, понадобится килограмм, килограмм примерно, потому что у нас кукла внутри будет полая. Сейчас, когда при раскатке пласт, убираем все лишнее, чтобы нам ничего не мешало. Берем шило и будем кроить будущий подол куклы. Пока делаем все схематично. И делаем конус. Это будет основа для будущей куклы. Если нас не устраивает, можно еще подкорректировать. Делаем насечки. Это для того, чтобы лучше было сцепление. Делается это крест-накрест по всей поверхности с двух сторон. Почему я люблю керамику? Потому что с ней можно по-разному, в разных техниках работать. Пластом, который вот сейчас мы делаем, можем отливать, сделать шликер и выливать это в специальные емкости и получать уже быстро такие полуфабрикаты. Такой способ используется в производстве, так скажем, полуавтоматизированное. Еще можно отминать специальных. Таким образом у нас получается нижняя часть куклы. И можно еще утоньшить. Талию, чтобы у нас была более такая узкая, изящная. Отрезаем. И вот. Также делаем насечки.
Также делаем насечки и приминаем. Вот у нас заготовка нижней части готова. Готов. Из оставшейся глины мы начинаем верхний. Принцип тот же. Нарезаем. Примеримся. Примеряем. Делаем насечки. И скрепляем. В чем разница работа с глиной и пластилином? Пластилин является, тоже, как ни странно, это глина, но в глину добавлены жиры животные, растительные и смешиваны. Керамику обжигают, а пластилин не обжигают. Это является как скорее как используется для макетов, чтобы главным преимуществом пластилина является то, что он не высыхает. Если я вот сейчас оставлю, через пару часов она убежит, она высохнет и работать не будет, возможно, с глиной. Но можно, конечно, сохранить, под пакет спрятать, но это ненадолго. Если ты работаешь с глиной, то ты должна сделать всю работу минимум за 2-3 дня. Потом уже она начинает высыхать, трескаться. Там, если плоская работа, она начинает выгибать. Вот, и мастера скульптуры вот работают пластилином, потому что главное преимущество, она не сохнет, можно работать месяцами, годами. И когда работаешь с пластилином, то она будет не полой внутри, а будет монолитной. При работе с керамикой, с глиной это недопустимо, потому что если ты делаешь монолитную работу, то она будет неподъемной. И с другой стороны, почему делается вот, полом, потому что различные технологические свойства. Оно, если будет монолитным, даже если мы сделаем, ладно, она будет неподъемной, в печи могут быть различные дефекты глины. Может взорваться, может отслоиться, может тем повредить не только сама работа испортится и печь. То есть вот потому в керамике работают полые, всегда полые. Вот у нас уже стало появляться. И всегда должно быть маленькие дырочки для того, чтобы у нас вода при сушке и при обжиге вода, как у нас двигается, сверху вниз, и чтобы она правильно распределялась, мы делаем всегда такие дырочки. Делали туловище,
И сейчас я прикрепила шею. Сейчас буду делать голову. Голову делает глина. И будем примерять. То есть голову. Сейчас будем примерять голову, чтобы она была пропорциональна к телу, чтобы была не большая и не маленькая. После вот взяли и начинаем гладить. Нам нужен такой овал. Так. Сейчас мы разрезаем наш заготовку, шарик пополам. И нам надо вынуть из внутренности, чтобы голова была легкая. Глина высыхает достаточно быстро. Надо чуть-чуть водичкой смазывать, но в болото не превращать. Глиной я, наверное, знакомство с самого детского сада. Мама вела в школе кружки, и вот я маме помогала делать поделки из глины, но был нюанс, мы не обжигали. Я не знала, что глину надо обжигать. Это было в начальных классах. А потом уже, когда мне было, наверное, лет 16-15, я захотела телефон, мама сказала, не дам, но дам возможность тебе заработать. И я в своем районе в Зеленодольске устроилась в 16 лет в кирпичный завод разнорабочим. Мы там делали кирпичи. И в свободное время я там делала свистульки. И в печи большом, огромном, в которой обжигались кирпичи, там же я первые изделия у меня такие самодельные. Получалось, кстати, неплохо. И вот первое знакомство у меня такая, может, и меня так Аллах так и свел. Когда уже я поступила в институт культуры, я сначала глину, наверное, думала, что это только посуда и такие свистульки. Но оказалось, что из него еще делают статуэтки, разные плитки декоративные, что можно по-разному с ним работать. Мне очень нравится, что она податливая. Но есть, конечно, минусы. Она капризная, если с ней не договориться, если не знать характер глины, что она любит, что не любит, то возможно и ничего не получится. Так, сейчас я делаю голову. Я потихоньку делаю голову, чтобы она была пропорциональная по отношению к телу и более-менее анатомично подходила,
чтобы я не ломала скульптуру. Но при этом глина пока очень мягкая, скульптура оседает и надо содержать баланс. Вот я голову прилепила, и нам быстро-быстро, чтобы никуда не делось, надо сделать руку. Ну, если делать в такой технике, очень похоже на работу портного. То есть сукно, также краи примеряем. Опять краи. Надо так, вот когда мы делаем стенки, должно везде быть одинаковыми. Если будет толщина глины разной, то она может быть может отслоиться, может взорваться в печи, потому что разогрев печи происходит неравномерно, потому происходит деформация. Чтобы этого не произошло, нам надо делать везде стенки одинаково. Так, руку. Вот пока отложим и будем делать. Эту отложили и начинаем делать вторую руку. Для этого тоже берем пласт и примеряем. Это большими пальцами делаем углубление для глаз. И начинаем, берем маленький кусочек глины и примеряем нос. Он большой, еще берем чуть-чуть и также. И на нет вводим. Можно еще будет корректировать скулы. Придаем. Потом будем скулы. Здесь будет рот, намечаем рот. Ужасный. Так, хорошо. Я не вижу, я на ощупь делаю. Если, там у вас дети и продаются специальные формочки для лица, можно делать формочками. Так, у кого, мало опыта, сделать с помощью формочек. В чем плюс в изготовлении таких кукол? Можно создать очень много образов. Она может танцевать, петь,
Можно создать, ну, а, платье, одеть различные костюмы, можно татар, ну, какой вы пожелаете, татарский, чувашский, и, в принципе, будет универсальная форма, просто будет она одета в различные платья. Еще мало затрата, достаточно материала, глины, и достаточно быстро лепится. Может, с первого раза не получится, но попробовать можно. Турки до сих пор делаем со студентами. У них, если вы вот видите, это все свистульки. Это работа уже моих студентов. Их также вывозят на ярмарках, которые проводятся в рамках с техникум. Мы везем с собой в регионы, их покупают. Также мы их вот делали, дарили мужчинам на 23 февраля в этом году. Так, вот сейчас я делаю детали, рюшечки, элементы одежды, фартук. В руки дали девушке кувшин. Она у нас идет из погреба домой с кувшином, с холодным катыком. Сейчас доделываю детальки одежды. Сейчас пока глина мягкая, и я не смогу сделать такие тонкие вещи, складки. Это можно сделать попозже, когда глина станет чуть-чуть потуже. Можно добавить складочки, чтобы кукла стала живой, характерной, чтобы ее хотелось рассматривать. Чтобы сохранить куклу до следующего раза, мы ее заворачиваем в салофановый пакет, чуть-чуть сбрызгиваем, чтобы она не подсыхала, чтобы с ней было еще работать. Это делаем, чтобы плотно завязываем. И главное оставить месте, где не попадают прямые солнечные лучи и нет где сквозняка. В следующий раз мы будем делать, она будет подсохнет, я отправлю эту куколку в печь на сутки. Обжиг будет происходить до 1100 градусов в течение суток. Bizning havada kipti 2 tavlik bo'yicha. Shundan so'ng uni maxsus kraskalar bilan bo'yarga mumkin. Наша куколка в течение 2 суток сохла на полочке в
комнатной температуре. И после этого можно уже приступать расписывать куклу. Используются для керамики специальные краски Ангоба. Они, ну, с виду как гуашь. Просто гуашь нельзя обжигать, ангобы обжигаются при до 1100 градусов. Вот это пигмент плюс глина. Вот сейчас можно по-разному наносить краски на наш черепок. Это в керамике все стенки называются черепком. И можно с помощью кисти. Кисти должны быть из белки, натуральная, упругая. Ни в коем случае не синтетика. Синтетика оставляет после себя следы, мазки. Либо мы набираем из баночки на губку, можно наносить при помощи губки. Если при помощи губки, получается быстрее и равномернее. Такими притаптывающими движением вот опять набираем краску. При помощи, получается равномерное нанесение без разводов. И быстро. И вот нельзя очень толстый слой ангоба наносить. Должно быть везде одинаковый слой ангоба. Bu краскаларны, эти краски можно купить в специализированных магазинах, в интернет-магазинах можно заказать. Это можно заказать Керамистам.ру, Гжель. Ну, эти краски достаточно стоят дорогие. Если для детского творчества, уже не профессионального, можно использовать уже после утильного обжига, расписать гуашем. И тоже будет, но это уже для как альтернатива. Но для профессионала гуашь это, как звучит как ругательство. Шлейк. Также сейчас все платье я покрыла ангобом. Сейчас беру коричневый ангоб и начинаю красить волосы кистью, кисточкой. Аккуратно, не заходя
на другие части. Не оставляем проплешины. Все покрываем.